Здорово! И сегодня я покажу вам очередные видео. И мне не важно, смешные они или нет. Смотрим. Итак, предлагаю сделать полный анализ происходящего. Чувак сидит на Фейсбуке с тупым выражением лица и нажимает кнопку Мегуста. Вопрос. Откуда там взялась эта кнопка? А нет, наверное, там открылась новая функция. Отправь Мегусту другу. Не, ну а раз уж дело на то пошло, там еще должен троллфейс скоро появиться. Это вам не смайлики ВКонтакте. Здесь все серьезнее. Давайте посмотрим дальше. Loco, ¿quién eres? ¿Qué mierda haces aquí? Значит, в чем смысл? В хлам упоротый пацан нажимает на кнопку Мегуста, и тут она появляется. А потом она делает смачный плевок прямо в харе пацану, и тот превращается в Мегуст. О май гад, да что потом? Мы все превратимся в Мегусту! О нет! Идеальный план для захвата мира. Вот сидит такая Мегуста где-то в подземелье и думает, как же это сделать? Как же мне захватить мир, а? Нам надо просто плюнуть на весь мир, мой господин. Ну, вас наверняка задолбал уже мой словесный понос. Да я иногда даже, бывает, сам себе надоедаю. Поэтому моя душа каждую неделю переселяется в кота. И завтра она это сделает снова. Ура, я смогу снова насрать в раковину. Что-то я много рассказал своих секретов. Вы должны все забыть. Давайте посмотрим продолжение. Y me gusta. Prima? Señor. И сейчас будет самый классный момент. Так им и надо. Perfecto, perfecto. Me gusta. ¿Y este? Y este. Parece que la que ha estado escondiendo mozos es otra. А, главного Мегусту убили! Хотя, миссия выполнена, мир захвачен. Я вам отвечаю, я это видео пересматривал раз 15. Да я бы еще столько же пересмотрел. Что-то я на этом видео очень сильно застрял, так что давайте перейдем к следующему. Блять, ты едешь или чё? Я тебя снимаю. Какой охуенный ключ. Чё-то вообще не в тему. Наверное, пацан на BMX попросил снять своего друга, как он сильно разобьется на первом же препятствии. Но он не сдался, не упал, а тот тупо показывает какой-то ключ. Однако, не тяжело заметить, что это видео сделано как по сценарию. Если заранее все запланировано, значит неинтересно. А если видео не интересное, значит его не должно быть в моем шоу. Нифига себе, я строю логические цепочки. Ну все, давайте посмотрим следующее видео. Она перешла на сторону зла. Скорее всего, потому что там были печеньки. Она так засмеялась, что мне аж страшно стало. Плюс ко всему этому, когда я нашел это видео, при этом у меня были наушники сделаны на 80. Ко мне сразу пришла мысль, что сзади меня сам сатана ржет. Поэтому запасные труселя с сердечками мне уже не помогли. Мой выпуск почти завершен, и осталось только одно великое высказывание. Знай, что чистота человека – это что-то из разряда нереального. Это был Про Смайл, меня зовут Андрей. Пока!